Несколько десятилетий в Туркменистане планомерно уничтожалось, хоть и маленькое, но все же гражданское общество, которое было на момент приобретения независимости. С приходом к власти первого, а затем второго президентов путем гонений на инакомыслие и масштабные репрессии туркмен загнали в угол. Долгие годы молодежь только и слышала: не высовывайся, не лезь, это тебя не касается. Даже сейчас это продолжается. Волна протестов туркменских мигрантов, зародившихся в результате COVID-19 и усиления последствия урагана в двух областях Туркменистана в 2020 году, разбудили многих туркмен. К сожалению, этим воспользовались так называемые лидеры нескольких группировок, которые необдуманно толкнули молодежь на протесты, не обеспечив тылы. Например, в Турции у многих протестующих не было действительных документов на проживание. Они жили там с просроченными или утерянными паспортами. Более того, выходили на протесты, нарушив закон, без разрешения местных властей. Все это привело к системным ошибкам. Одним нужен был пиар личности или группы, другим – статус беженства. Но никто в силу своей неграмотности, то ли лени, то ли вообще наплевательства, не сподобился изучить законодательство той страны, в котором они пребывали. Они пошли легким путем, сидели в различных непрофессиональных, в том числе сомнительных чатах, слушали беспочвенные обещания и посулы, надеясь на лидеров этих чатов. А когда пошли задержания, все ринулись за помощью правозащитникам. Где же те лидеры, которые толкали на необдуманные поступки Фархана Мейманкулиева, Равшана Клычева, Максада Баймурадова, Сердара Дурдалыева и других? При этом не хотят понять, что правозащитники работают фантазиями того или иного человека, а с фактами, деталями и доказательствами. Мигрантов, сталкивающихся с проблемой, сотни тысяч, но у нас единицы, кто готов открыто рассказать о нарушениях его прав, о преследованиях его родственников, при этом показать документы и доказательства. А правозащитники, в отличие от тех, кто раскручивает себя в интернете, говорят только о тех, чьи кейсы они могут подтвердить. И это раздражает тех, кто хочет получить все и сразу. Когда не могут предоставить факты преследования, клевещут на правозащитников. Но у протестующих ни тогда, ни сейчас нет ни четкого плана действий, ни коалиции представителей, которые предлагали бы структурные государственные реформы. Люди хотят, чтобы протесты изменили режим, но проблема в том, что выступает малая часть общества, основная часть молчит, не соглашается, но и не выражает несогласия. Есть несколько оппозиционных групп, не готовых к переговорам ни между собой, ни с властью. Наших людей приучили ждать кого-то, ту миссию, который решит все их проблемы. Отсюда вера в титулы Туркменбаши, Аркадак, разницы нет кто, или лицо, назвавшее себя президентом, лишь бы не сам гражданин. Он хочет лежать на диване и ждать маны небесной. Сейчас им вбивают в голову, что гражданское общество – это митинги и протесты, а властные СМИ капают на мозги, что это плохо, может привести к волнениям. Мало кто понимает, что гражданское общество – это самодисциплина, умение самоуправляться, чтобы не скатиться в анархию и скотство. Это умение оценить положение страны во времени и пространстве, составить систему координат. Это не легкий, долгий и мучительный путь. А невежи хотят все сразу и на всю жизнь. Те, кто поверил иллюзиям, сейчас возмущаются, почему у них не получилось. Мало кто имеет смелость признать свои ошибки, что принял желаемое за действительное и поверил пустым обещаниям. Отсюда претензии к друг другу, ко всем вместе взятым. Еще раз повторю, мы должны уметь
самоуправляться, а не перекладывать ответственность на другие плечи. Власть это видит и сотрудничает с властями других стран в данном направлении. Поэтому все попытки здоровой частью туркменского инакомыслия, обращающиеся в различные международные организации за помощью о туркменах, которых депортируют, пока не дают моментальных результатов.